الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Дорогие братья, дорогие сестры, хвала Аллаху, который позволил нам окунуться в воды поклонения в прекрасный месяц Рамадан. Хвала Аллаху, который позволил нам очиститься от всех прегрешений. Хвала Аллаху, ведь основная цель, для которой нас создал Всевышний, это поклонение. Как он сказал сам об этом: «Вама халактуль джинна валь инса илля ли'абудун». Я создал лишь людей и джиннов для того, чтобы они мне поклонялись. Месяц Рамадан завершился, но пост не завершился. И я напоминаю себе и вам про 6 дней поста в месяц Шавваль, в котором мы живем, про ту великую награду, о которой обещал пророк саллаллаху алейхи ва саллям для тех, кто постился в эти дни. Что этот пост приравнивается к целому году, как трактует это ученый, в частности имам ан-Навави. Аль-хасанату бил ашари амталиха. Месяц Рамадан равняется 10 месяцам, приравнивается поста с точки зрения вознаграждения, а 6 дней поста в месяц Шавваль к 2 месяцам. И таким образом получается, словно человек постился сиям ад-дахр, целый год. Но, дорогие братья, колесо жизни, оно продолжает свой путь, свое вращение. И быть может, да, мы почувствовали эту сладость поклонения, и быть может, некоторые из нас настолько прониклись этим чувством поклонения, что не хотят с этим расставаться. Но дунья, она есть и будет. В этой дунье Аллах Субхану ва Тааля нас создал для того, чтобы испытывать. Для того, чтобы мы проходили испытания и еще больше чувствовали эту сладость поклонения. Обращались к Аллаху со своими мольбами, чаяниями, надеждами, проходя испытания. Боль, возможно. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить об одном, на мой взгляд, субъективном, очень важном аспекте. Этот аспект, на самом деле, он сложный. Этот аспект, он на самом деле связан, если я постараюсь это донести вам сегодня, с той самой дорогой, с той самой дорогой на пути Аллаха, с дорогой на пути со своим нафсом, шайтаном и неверием. И я бы хотел поговорить о женитьбе. Аллах Субхану ва Тааля что говорит в аяте? Женитесь на других женщинах, которые нравятся вам. На 2, 3, 4. И также Аллах Субхану ва Тааля говорит в другом аяте: кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих, целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольниц. То есть Аллах Субхану ва Тааля в то время, когда существовало рабство, разрешил даже брать рабынь, хотя это не поощрялось по определенным причинам. Женитьба, дорогие братья и сестры, это поклонение. На самом деле это поклонение. Именно поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Я ма'шара шабаб», о собрание юношей, «Ман истата'а минкум аль-ба», кто из вас в состоянии жениться, то пусть женится. Женитьба – это сунна,
Сунна всех посланников. Как сказал об этом Аллах. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. И мы послали, направили посланников до тебя. И сделали для них азваджан ва зуррия, жен и потомство. Имам Аль-Куртуби, комментируя этот аят, что сказал? Этот аят указывает на поощрение жениться, побуждение жениться и запрещает безбрачие. То есть запрещает то, чтобы мусульмане не вступали в брак, а оставляли никах. И это указывает на то, что это сунна всех посланников. Ведь пророк ﷺ сказал: женитесь, ведь поистине я буду гордиться вашей численностью в судный день. И всем вам известен случай, когда пришли к пророку. Это тот самый контекст, я говорю, когда люди чувствуют сладость поклонения, погружаются в поклонение и отрешаются от жизни. Они пришли, сподвижники, вернее, дошла весть до посланника Аллаха о том, что есть такие сподвижники, которые сказали: вот мы будем поститься все время, не разговляться, вот мы будем молиться всю ночь и не будем спать, и не будем жениться. Он сказал: клянусь Аллахом, я больше всех вас боюсь Аллаха, однако я пощусь и разговляюсь, молюсь и сплю, и я женюсь. Тот, кто не желает следовать моей сунне, тот не от меня. И также пророк ﷺ сказал, 4 вещи относятся к сунне, к традициям посланников. Это использование благовоний, никях, сивак и обрезание. И сейчас, обращаясь я к братьям в первую очередь, которые ценят и прониклись чувством сладостью поклонения, но боятся, возможно, как это часто у нас принято говорить, 24 часа ответственности в обмен на мгновение удовольствия мирской жизни. Обращаясь к ним, что я хочу сказать? На самом же деле и сподвижники были такие. Это не новое явление на самом деле. И мы уже привели этот пример только что. Но помимо этого, смотрите, интересный какой пример. Что он приводится в достоверных сборниках от Абу Ваккаса, что посланник Аллаха ﷺ запретил Усману ибн Мат'уну ат-табаттуль. То есть Усман ибн Мат'ун пришел с просьбой пророка, чтобы он ему разрешил не жениться. Он ему за это запрещил. И передатчик говорит, то есть Саад ибн Абу Ваккас говорит, и если бы он разрешил, то есть пророк разрешил бы Усману это, то мы бы, возможно, себя кастрировали. Даже такой хадис есть. То есть сподвижники желали погрузиться в поклонение Аллаху, оставить эту дунью, но пророк ﷺ это запрещал. Более того, пророк ﷺ сказал: «Тазавваджуль вадуд аль-валуд, фаинни мукафирун минкум аль-анбия йом аль-кияма». Женитесь на любвеобильных, многорожающих женщинах, ведь поистине я буду превосходить других пророков численностью, то есть моя умма будет превосходить численностью в день воскрешения. И чтобы вы правильно поняли эту мысль, которую я пытаюсь вам донести, отношение пророка и сподвижников, как он их воспитал. Даже перед смертью некоторые холостяки желали жениться. Мы говорим про сподвижников. Чтобы не встретить Аллаха холостяком. Даже такое. Передает Хасан от Муада, что тот перед смертью говорил: жените меня, дабы я не встретил Аллаха неженатым. Почему они так относились к этому? Да потому что это приказ посланника Аллаха был, повеление посланника Аллаха. Они видели в этом ослушание посланнику Аллаха. Поэтому они к этому так относились. Женитьба – это защита от харама, особенно в период весны и лета, который вот сейчас наступил, когда все вокруг нас раздевается, да упасет нас Аллах от фитны.
Как сказал и указал на это посланник Аллаха. О собрании юноши, женитесь, кто в состоянии, ведь поистине это как ничто другое защитит ваш взор, как ничто другое убережет ваши половые органы от харама. А тот, кто не может, не в состоянии, тот пусть постится. Ведь поистине пост есть щит, защита. Женитьба – это увеличение уммы, как мы это уже подчеркнули, к которому призывал посланник Аллаха. Именно поэтому пророк, саллаллаху, трижды запретил одному из сподвижников, который пришел к нему и попросил у него разрешения. Он говорит: о пророк, я нашел женщину, она красивая, она с положением и так далее, но она не может рожать. И пророк ему запретил это. И в первый раз, и второй раз, и в третий раз. А потом сказал: женитесь на любвеобильных, многорожающих женщин, ведь поистине я буду превосходить численностью другие уммы, другие народы. В день воскрешения имеется в виду. Самое удивительное, ведь в современное время некоторые братья, беря там вторую, третью жену, там, ставят условия, чтобы не рожала. Условно это не харам, да. Но это прямо противоречит духу ислама. Женитьба, дорогие братья и сестры, это увеличение воинов на пути Аллаха. Это интересный хадис, который приводит имам аль-Бухари в своем сборнике. Посланник Аллаха, саллаллаху, сказал: Сулейман, сын Давуда, мир обоим, сказал: я непременно в эту ночь посещу 100 женщин или 99. И все они принесут или родят по одному всаднику, который будет сражаться на пути Аллаха. И тогда ему его друг сказал: скажи иншаллах, но он не сказал иншаллах. Из всех этих женщин забеременела одна, но она родила неполноценный плод, то есть родила. И тогда пророк, саллаллаху, сказал: клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, если бы он сказал иншаллах, то все они бы сражались на пути Аллаха, будучи всадниками. Этот хадис приводит аль-Бухари в главе, которая называет «Баб талабуль валад», глава «Просить ребенка» или стремиться к тому, чтобы был ребенок. Ибн Хаджар объясняет этот хадис, что говорит. То есть чаще сближаться с женой для того, чтобы не просто наслаждаться, а для того, чтобы увеличить воинов на пути Аллаха. Такое понимание, понимаете, пророк саллаллаху прививал своим сподвижников. И так он их воспитал. И кто-то может сейчас подумать, сказать: как можно с минбара говорить о таких вещах? О таких вещах с минбара нужно говорить. Потому что этот вопрос важный. Сегодня мы говорим и жалуемся: вот Украина не мусульманская страна. Вот не с кем общаться, живу в городе, в селе, нет мусульман, нет соседей мусульман. Вот нет мусульманских школ, садиков. Так кто нам мешает это сделать? А с чего все начинается? С этого все начинается. С института семьи все начинается. А теперь внимание. Обратите на слова Омара, сурового Омара, рады Аллаху анху. Что он говорит? Эти слова приводит Ибн Абу Дунья в книге Аль-Айяль. Он говорит: Омар, я не прихожу к жене со страстью, желанием просто, то есть насладиться. Однако, если бы не ребенок, то я бы вообще не приходил бы к женам. Или же, он же сказал: «Инни ла укриху нафси аля аль-джима, кей тахруджа минни насматун тусаббиху Аллах та'аля».
поистине принуждаю себя к близости с женой, дабы вышло из меня потомство, которое будет восславлять, прославлять Всевышнего Аллаха. Таким было у них отношение. И таким у нас должно быть отношение. Женитьба – это садака, как сказал об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям. В лоне жен ваших садака. И все, что мы будем делать на пути этом, также будет садака. Дорогие братья, если мы искренне хотим, стремимся к высоким целям сегодня, к высочайшим целям, если мы намерены действительно построить мусульманское сообщество, где бы мы ни были, да, в Украине, то мы обязаны просто начинать именно с института семьи. Потому что это ячейка, с этого все начинается. Это мини-государство, если хотите. Поэтому очень больно слышать и видеть мужчин, братьев, мусульман, которых мы реально видим сегодня, которые живут с мамами, заботятся о своих мамах, это хорошо. Но годы идут, а умма стоит. Очень больно видеть незамужних сестер, женщин. Людей принимают ислам в Украине больше женщин. И, к сожалению, они незамужние. Больно это видеть. И больно видеть, особенно, как юноши ходят неженатые. Больно. Которые ищут сподвижниц, у которых, к сожалению, уже нет. Они покинули этот мир. И больно видеть сестер, которые ищут сподвижников, которых тоже, к сожалению, уже нет. Или ждут каких-то богатырей на белых конях. Больно это все видеть. Разве верующему сегодня не подобает услышать приказ посланника Аллаха о собрании юношей, кто из вас может жениться, пусть женится, и выполнить этот приказ? Это, конечно, вовсе не означает, услышишь в этот призыв, сейчас просится нам заключать беспорядочные браки, которые, к сожалению, очень популярными стали, да, у нас в среде некоторых мусульман, когда из подворотни какой-то никях заключили, а потом приходят и жалуются. Вот там не так, то обещал, не сделал и так далее. Вовсе, конечно, это не означает. Для этого есть опекуны, и мы знаем, что никях, заключенный без опекуна, он недействительный. Для этого есть имамы, у которых нет опекунов. И женитьба – это хукм, который разнится от человека к человеку. Он может быть для одного человека фардом, для другого может быть желательным поступком, для третьего нежелательным, для четвертого вообще харамом. Женитьба. Именно для этого надо идти к имаму, советоваться с ним и получать фетву у него. Почему? Особенно это касается последний пункт – харама. Касается тех, кто пытается убежать от проблем первой семьи, завести другую семью. Для него это будет харамом, как правило. Но бывают исключения. Поэтому здесь тоже надо проявлять осторожность, богобоязненность, мудрость. Тема развода, тема многоженства – это все отдельные темы, на самом деле, для наставления. И основа, конечно же, это многоженство для каждого мусульманина, так как Аллах начал с этого. Женитесь на двух. Он не начал с одной, как это подчеркивают некоторые мусульманские ученые. Дорогие братья и сестры, в день джума есть такое мгновение, такой час, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я надеюсь, что мы с вами застанем этот момент. Астагфируллах ли ва лякум.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. В завершение этой хутбы хотел бы привести вам 10 советов. 10 советов для тех, кто хочет жениться. Их приписывают ошибочно имаму Ахмаду ибн Хамбалю. Это не есть советы имама ибн Хамбаля своему сыну. Но эти советы приводятся, то есть, проповедниками, потому что они несут в себе мудрость. И эти советы очень на самом деле поучительные. Отец к сыну, не имам ибн Хамбаль, еще раз подчеркиваю, отец к сыну неизвестно кто, обращаясь, сказал: О сын мой, поистине ты никогда не достигнешь счастья в своем доме, пока не будут у тебя эти 10 качеств. Это он ему дает назидание, когда тот женится. 10 качеств, которые ты подаришь своей жене, сохрани их от меня и стремись к ним. Первое, второе. Поистине женщины любят знаки внимания, знаки ясного выражения доказательства любви. Так не скупись в этом. Если ты будешь скупиться в этом, то сделаешь между вами хиджаб, то есть преграду из грубости и малолюбия. Третий совет. Поистине женщинам неприятны суровые, все пресекающие мужчины. Но с другой стороны, они пользуются мужчинами слабыми и мягкими. Так применяй эти качества. Твердость и мягкость в подобающем месте. Поистине это поможет тебе в достижении любви и достижении спокойствия. Что касается четвертого. Поистине женщины желают от своих мужей того же, что желают от них мужья. Благих, хороших слов, хорошего внешнего вида, чистоты одежды, хорошего запаха. Так будь же в каждом твоем положении соответствующим этим вещам. Пятое. Поистине дом – это государство женщины. Она чувствует себя в своем государстве, доме, царицей. В нем она живет, восседает на троне власти. Я предостерегаю тебя от разрушения этого государства, в котором она живет. Предостерегаю тебя от попыток удалить ее от трона. Поистине, если ты сделаешь это, если ты удалишь ее от государства, то она станет подобна царю, для которого нет более сильного врага, чем тот, кто соперничает с ним в его государстве, даже если внешне будет проявлять что-то другое. Шестое. Поистине, женщина любит прислуживать своему мужу и в то же время не желает лишаться связи со своими близкими родственниками. Предостерегаю тебя от того, чтобы ты поставил самого себя вместе с ее семьей на одних весах. То есть, либо я, либо твоя семья. Ведь если даже она выберет тебя, то есть предпочтет тебя своей семье, то она останется в своей грусти и печали, которые приведут в твою жизнь постоянную вражду с ее стороны. Седьмое. Поистине женщина создана из ребра, самого кривого ребра, и это секрет ее внутренней красоты. Это секрет, из-за которого мужчину влечет к ней, и это не является пороком и недостатком. Так же, как бровь, ее красота в кривизне. Так не возлагай на нее, если она ошиблась, такую ношу, которую она не вынесет, и не пытайся исправить ее кривизну. Так, что ты можешь ее сломать. А сломать ее – это значит развод. Но и не оставляй ее, если она будет в чем-то ошибаться, чтобы ее кривизна не прибавлялась. Так как, став более кривой, она никогда не смягчится и перестанет склоняться и прислушиваться к тебе. Будь постоянно с ней между этим и тем. То есть не пытайся ее выпрямить до конца, что это может привести к разводу, но и не оставляй ее в кривизне, так что она еще больше искривится. Восьмое. Поистине у женщины внушенная склонность к неблагодарности за благодеяние, как это подчеркивал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если ты долго будешь совершать добро, а потом она увидит от тебя нечто такое, что ей не понравится, то обязательно скажет: я никогда не видел от тебя ничего хорошего. Так пусть не приведет тебя такой нрав к тому, чтобы ты ее возненавидел и покинул. Поистине, даже если тебе не нравится в ней что-то из этого нрава, то ты можешь быть доволен другим ее качеством, как это сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Девятое. Поистине у женщины бывают такие времена, когда ее постигают слабость тела, трудности душевные. Имеется в виду физиология женщин.
В такие времена, да, когда даже Аллах, свят Он и велик, снимает целые виды обязанностей поклонения, которые возложил на нее, в таких положениях Он разрешил не держать пост, давая возможность возместить его, когда она будет здоровой. Так будь же с ней в таком положении человеком раббани, человеком богобоязненным, человеком знания, взявшим знания, практиковавшим его, обучающим его других людей. Подобно тому, как великий Аллах Святой Велик облегчил ей эти обязанности, так и ты облегчи ей над ней свои требования и повеления. И последнее, 10. Знай, что женщина твоя пленница, как это сказала Аиша, да будет доволен ею Аллах. Да я даваю наставление в свое время. Так будь же милостив к своей пленнице и прощай ей слабости. Тогда она будет для тебя благом, хорошим уделом и хорошим другом. Пусть Аллах Субхану ва Тааля увеличит нашу умму, сделает ее сильной. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нам распространить свет ислама на этих землях. Пусть Всевышний Аллах поможет нам открыть как можно больше садиков, школ, мечетей для мусульман Украины.